ümitlerini satalar. Ассаляму алейкум, витаю, хайрлах шамлар. Меня зовут Гульсум Халилова. Информационная служба АТР работает для вас следующие 3 часа в этой студии. С нашими гостями обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо можете использовать программу Skype atr.tv, наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Я рада представить гостя нашей студии. Володимир Горбач, политичный аналитик Института евроатлантического сотрудничества. Витаю вас. Доброго дня. Начнем наш эфир с новостей из времени оккупированного Крыма, о которых расскажет нам наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюсрума, он с нами сейчас на прямой связи. Роман, приветствую. О чем планируете рассказывать в вечерних выпусках «Заман»? Привет, Гульсум. Сегодня мы расскажем о выступлении президента Владимира Зеленского на сессии 75-й Генеральной Ассамблеи ООН. Можно сказать, что он впервые так много говорил и о деоккупации Крыма. Уж точно впервые заговорил о том, что международному сообществу необходима площадка по деоккупации полуострова. Он сравнил агрессию России с раной в сердце Европы и призвал мировое сообщество содействовать деоккупации. Подробнее об этом мы расскажем. Поговорим о том, что в Крыму продолжается так называемый суд над лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Оккупанты обвиняют его в незаконном пересечении границы в мае 14-го. Но и там есть еще второй аспект. Они подняли архивы и преследуют его по старому делу еще 2013 года, когда его сын Хайсер, произошел несчастный случай, он застрелил из охотничьего ружья своего соседа, и вот Хайсер уже понес наказание, дело уже было закрыто, но вот теперь оккупанты пытаются что-то найти и обвинить Мустафу Джемилева в ненадлежащем обращении с оружием и хоть как-то найти какой-то повод его осудить. Пришла новость из России. Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими узниками 4 фигурантов так называемого Алуштинского дела про терроризм. Речь идет про Ильдара Кантемирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура Халилова. Напомню, оккупанты задержали их после обысков летом прошлого года. Руслана Нагаева и Ильдара Кантемирова в Алуште, а Руслана Месутова в селе Малый Маяк. А в селе Изобильном был задержан Ленур Халилов. И их следствие безосновательно обвиняет в терроризме, попытках захвата власти и участии в партии Хизбут-Тахрир, которая запрещена в России. Сегодня стало известно, кого задержали ФСБшники в оккупированном Крыму 22 сентября. Как выяснили Крымреале, это украинец, житель Одессы Александр Долженков. Он приехал в Крым с мамой на отдых. О нем известно, что он геолог по образованию. У него есть свой YouTube-канал, на котором он рассказывает о путешествиях по Украине, в том числе и по Европе. И вот его задержали якобы за хранение каких-то антироссийских листовок, за призывы к экстремизму, его обвиняют в этом. Вместе с ним был задержан еще один гражданин России, а у того оккупанты якобы нашли и оружие, и теперь их обвиняют в экстремизме и в терроризме. Оккупанты сами признали, что уровень жизни крымчан намного хуже, чем у жителей России. Так, счетная палата подсчитала, что средний размер заработной платы в Крыму намного меньше, чем у жителей России. И они же выяснили, что так называемая федеральная программа, это ФЦП, на которую российский бюджет тратит сотни миллиардов гривен, не выполняется. То есть эти грандиозные стройки, о которых они отчитываются, это всего-навсего пыль в глаза. А коэффициент полезного действия, скажем так, всего 25% из тех миллиардов, которые Россия выделяет на Крым, освоено
всего лишь четверть. Мы выяснили ситуацию о состоянии здоровья бывшего политузника Владимира Балуха. Как написала бывшая первая леди Марина Порошенко, его состояние здоровья есть, его стабильная динамика, его положение стабилизировалось. Она его проведала в больнице скорой помощи, где он находится после операции на голове. Медики ввели его в состояние искусственной комы, и он до сих пор без сознания. Напомню, что 8 сентября его нашли избитым после того, как они с друзьями отмечали годовщину большого освобождения, и полиция уже нашла подозреваемого в его избиении и задержала. Это оказался местный житель Киева, который пришел в гости к своему другу, охраннику одного из кафе. Вот и там возникла конфликтная ситуация. Полиция не рассказывает подробности, в чем был, собственно, сам конфликт. Но вот этот человек, которого обвиняют в избиении Владимира Балуха, задержан. Ну вот такие новости к этому часу. Гульсум. Спасибо, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума он рассказал, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман» в 19:00 и 21:00 на крымско-татарском языке. Не пропустите. Ну а мы перейдем к обсуждению вышеупомянутых уже новостей. Президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины принять участие в создании международной крымской платформы по деоккупации полуострова и призвал поддержать обновленную резолюцию относительно ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма. Об этом он заявил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подробнее вот что он сказал. Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року. Скажите, вот как вам видится, что это будет за платформа, какие страны, возможно, будут в ней принимать участие, либо какие организации? Я так понимаю, что это не платформа из серии нормандского формата, это более широкая площадка. Тут я хочу сказать, что это очень хорошо и правильно, что президент Украины выступил вчера с такой инициативой. Он озвучил как президент на уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций эту идею. Идея сама обсуждалась и рассматривалась, и даже анонсировалась ранее некоторыми должностными лицами. Ну, Кулеба на встрече с Хайко Маасом об этом говорил. Даже министр иностранных дел об этом тоже говорил. Ну вот на уровне президента это уже, наверное, назад пути нет, нужно уже над этим дальше будет работать. Но пока что конкретики какой-то ни от Кулебы, ни от Зеленского, ни от других должностных лиц мы пока не услышали. Наверное, это правильно. Я могу только подумать, предположить, что, давайте смоделируем, что это может быть под этой, пониматься под этой платформой по Крыму, по международной платформе по деоккупации Крыма. Скорее всего, это может быть какая-то, такой формат типа конференции, возможно, регулярной, которая бы собиралась на регулярной основе, где были бы представлены разные страны, заинтересованные участники в такой работе, и где бы постоянно обсуждался бы поточный или вот существующий состояние дел. Да? И, конечно же, мы понимаем, мы должны понимать изначально, что Российская Федерация, она будет стоять, по крайней мере, изначально будет стоять на той позиции, что что этот вопрос не обсуждается, и она
принимать участие в таких форумах или платформах, или конференциях, не знаю, как это будет названо, не будет. Но другие страны, другие государства, которые заинтересованы в верховенстве международного права, и те государства, которые декларируют свою поддержку территориальной целостности Украины и принадлежности Крымского полуострова Украине, они могут пойти на создание такого формата и регулярно где-то, наверное, в Украине это было бы логично, возможно, в Киеве, возможно, где-то ближе к Крыму, проводить регулярные какие-то международные встречи, не давать этой теме забыться. То есть тут есть один хороший нюанс, о нем мало говорят и мало вспоминают. Вот непризнание оккупации Крыма или непризнание аннексии. Вот некоторые люди говорят, даже Беларусь не признала включение Крыма в состав Российской Федерации. Дело в том, что признавать на таком юридическом уровне могут только государства, которые вновь возникают. А вот факт оккупации, его невозможно признать де юре. Его можно только сказать, что де-факто Крым принадлежит России. Что многие, кстати, и говорят, в том числе и президент Беларуси, и другие лидеры стран СНГ, союзников России. Но вот тут очень важно не давать забывать. Де-факто, не говорить, что эта ситуация сложилась де-факто, и мы с этим де-факто миримся. Ни в коем случае. Самое важное, иметь какую-то регулярную площадку, регулярную такую платформу, место и время, когда постоянно об этом нужно напоминать. Что это и другим способом об этом напоминать является вот та другая инициатива, о которой сказал президент Зеленский на Генассамблее, это то, что будет резолюция Генеральной Ассамблеи Обсудим еще резолюции. О нарушении прав человека в Крыму. Да, это уже будет пятая резолюция, если не ошибаюсь. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Андрея Пиантковского, политического обозревателя, диссидента. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день. Ну что ж, вы, наверное, знаете, что президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины принять участие в создании международной диалоговой платформы по деоккупации Крыма. Как вы считаете, в каком случае крымская платформа по деоккупации полуострова может быть эффективной? Это очень полезная инициатива. Коллега только сейчас сказал, что это вопрос, который не может быть решен сегодня. Путинский режим никогда не пойдет на признание своего преступления. И война с ядерной державой — это нереальный выбор. Но напоминать об этом нужно политически все время, держать этот вопрос в поле международного сообщества. Был же прецедент поведения Соединенных Штатов Америки, которые никогда не признавали аннексию Советским Союзом государств Прибалтики. И об этом, может, мало кто помнит, но дипломаты США в Советском Союзе никогда не посещали территорию этих республик. Вот эта твердая позиция, она должна поддерживаться. И я надеюсь, не то что надеюсь, я уверен, что в нашем случае ждать придется не 50 лет, как в случае Прибалтики. Масштабы Советского Союза, тогда бывшего на пике своего могущества, и деградирующей российской клептократии, они совершенно различны. И Крым, конечно, вернется после падения путинского режима и серьезного переустройства вообще политической системы Российской Федерации. А до этого времени нужно держать эту твердую позицию. И еще я хочу заметить, если позволите, приятное впечатление в последнее время производит президент Зеленский. Мне кажется, что, наконец, влияние на него Министерства иностранных дел Украины становится более весомым, чем российского агента Козыря, который возглавляет его офис. Ну скажите, вот тут, когда идет речь о создании некой платформы по деоккупации Крыма, многие наши эксперты и вот Министерство иностранных дел Украины говорят о том, что это будет группа стран, которая разработает санкционный механизм в отношении Российской Федерации, который в конечном итоге может вынудить РФ сесть за стол переговоров. Это реально? Ну, я думаю, что изменение в поведении Российской Федерации будет вызвано всем комплексом санкций, не только по Крыму. Вот сейчас
международное сообщество вот буквально в наши дни, в эти дни, пока мы сейчас разговариваем, оно принципиально пересматривает свое отношение к Путину, его режиму в комплексе вопросов. И агрессия против Украины, оккупация Крыма, и попытка навязать свою волю и практически поглотить Белоруссию, и преступления против Навального. Наконец, в сознании зарубежных лидеров, и это видно по поведению Макрона и Меркель, Путин перешел некую красную черту, и в самое ближайшее время нужно ожидать гораздо более серьезного комплекса санкций. Очень важно, чтобы вот это преступление, как оккупация Крыма, не была в это время забыта. Но, тем не менее, вот эта жесткость, она остается пока что только в вербальной плоскости. Я говорю из Вашингтона, и здесь происходят очень серьезные дискуссии на эту тему. Когда мне приходится в них участвовать, я обращаю внимание американских коллег, что единственной серьезной, неотвратимой мерой будет арест активов функционеров и бизнесменов путинского режима, которые находятся в американской юрисдикции. Это астрономическая сумма — $1 триллион. Ну вот сегодня стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний, которые связаны с поваром Путина, Пригожиным. Ну, это автоматически уже, это решение было принято Конгрессом. Понимаете, вот все эти меры, в том числе и вот nuclear option, так называемые, ареста активов, они, скорее всего, будут проведены после поражения Трампа на выборах. Потому что ситуация такая, Трамп не может помешать принятию законодательства, не может помешать политике так называемого Deep State, но его бюрократия, прежде всего Министерство финансов, возглавляемое господином Мунчиным, верным сторонником Трампа, в отличие от Помпео и Эстера, министра обороны, секретаря, которые являются такими членами глубинного государства, он старается все это затянуть. Вот даже с этим Пригожиным тянули там несколько месяцев, а вот основной закон 2017 года о конфискации активов, он так и не был до сих пор реализован. А какова вероятность, что Соединенные Штаты Америки все же введут те санкции, которые уже на протяжении 2 лет висят на сайте Белого дома, что называется драконовскими адскими санкциями? Они будут немедленно после того, как господин Байден займет свое место в Белом доме. Скажите, а был ли вообще такой прецедент? Вот мы сейчас говорим о санкционном давлении, дипломатическом давлении на страну-агрессора. Был ли такой прецедент, что оккупированная территория была освобождена в результате санкционного давления на ту или иную страну-агрессора? Можем ли мы на это надеяться? Самый известный в истории, в мировой истории пример эффективности санкций — это санкции, которые были введены против Южноафриканского союза. Там речь шла не о оккупации другой территории, а о политике геноцида в отношении большинства своего населения. Апартеида, да? Да. И последнее, что я вас хотела спросить, не по теме платформы, а по теме Беларуси. Вы знаете, вчера скоропостижно себя инаугурировал Александр Лукашенко. Вот как вы думаете, куда он так торопился и кто его вообще надоумил на это? Ну, если он собирается оставаться у власти, он должен был до 9 октября по Конституции проводить свою инаугурацию. Событием была не инаугурация, событием был вот тайный характер инаугурации. Он, собственно, этим перформансом он себя разоблачил. Человек, который действительно уверен в том, что за него проголосовали и его поддерживает 80% населения, не стал бы оформлять свою инаугурацию как некую тайную операцию. Но отношение белорусского народа было выражено массовыми демонстрациями протеста тем же вечером.
И, в общем, можно сказать, я не знаю, как технически будут развиваться события, но ведь мы видели на наших глазах за последние 2 месяца рождение белорусской свободной нации. И этим народом ни Лукашенко, ни Путин уже никогда не смогут править. Спасибо вам большое. Андрій Піантковський був з нами на прямой связи, політичний оглядач, диссидент Российской Федерации. Дуже дякую вам. Возвращаясь к теме деоккупации Крыма, вот мы сейчас обсуждали, вы знаете, недавно Госдума Российской Федерации в первом чтении утвердила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за отчуждение части территории Российской Федерации. То есть теперь любые высказывания будут караться, если там в первый раз сказали, это административное, да, там правонарушение, потом есть второй, третий, это уже уголовная ответственность. Делает ли это теперь невозможным вообще участие Российской Федерации в каких-либо платформах, переговорах по Крыму? Ну, понятно, мы же знаем, да, что они и так не собирались. Но что они хотят доказать вот этим вот принятием этого закона? У них, ну, в принципе, это последовательная политика с их стороны. Они изначально тоже там санкции какие-то провозглашали против тех людей, которые бы высказывались, например, о принадлежности Крыма Украине, да, вот там тоже около 5 лет ответственности за это было предложено. И еще в 2014 году, кстати, в 2014 или 2015 году. Потом этим летом они проводили так называемое всенародное голосование о изменении Конституции. Там тоже этот пункт присутствовал, о невозможности отчуждения, как они говорили, отчуждения территорий от государства. Ну и вот эта вот инициатива свежая, она тоже в этом же русле идет. Но тем не менее, конечно же, если будут созданы такие условия в международных отношениях, когда российская сторона будет вынуждена считаться с этим вопросом, то они будут идти на переговоры, они будут идти на уступки, но, опять же, повторюсь, только в том случае, когда они будут, это будет не просто диалог ради диалога, а когда они будут вынуждены это делать. И по большому счету Крым будет освобожден только после того, как очень сильно ослабнет государство Российской Федерации. Не обязательно развалится, но, по крайней мере, очень сильно ослабеет, когда у них не будет ресурсов, сил удерживать эту оккупированную территорию под своим контролем. Тогда они заговорят совершенно другим голосом. И все эти санкции криминальных кодексов уже значения иметь не будут. Президент Украины в своем выступлении заявил, что механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены, а именно Россия, не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет України. Давайте його послухаємо. Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею і авторитету міжнародного права, важливу роль має відігравати саме ООН. Для цього слід вдосконалювати існуючі механізми. Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН. Це остаточно доводить механізми зразка 1945 року, сьогодні працюють не до кінця. Можно ли лишить действительно Россию права вето в Совбезе ООН? Ну, гипотетически да, но для этого нужно провести реформу Организации Объединенных Наций, хотя бы вот в это, или частичную реформу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но я должен похвалить все-таки президента Украины, который вчера выступил с, в принципе, очень хорошим выступлением, да, промова выступил, и чувствуется, он хорошо прочитал, очень артикулированно, убедительно, интересно, артистично, он недаром владеет актерским искусством. Но я бы все-таки акцентировал внимание на содержательной части, которую, чувствуется, готовило Министерство иностранных дел, и очень хорошо это подготовило. И Андрей Андреевич Пиантковский только что это тоже отметил. И вот реформа ООН, реформа системы ООН, это та
тема, это вечная тема вот для современных дипломатов, она начала обсуждаться еще там чуть ли не в 70-е годы прошлого века. И создано много всяких рабочих групп по разработке проектов и так дальше. Но все, конечно же, в конце концов упирается в право вето члена Совета Безопасности, одного из членов Совета Безопасности этой организации, которым есть и Россия в том числе, которая может эту систему, реформу просто заблокировать. Поэтому даже до голосования таких дел никогда не доходило. Когда это может быть возможно? Только тогда, когда страны-члены Организации Объединенных Наций исключат, примут решение политически исключить Россию из состава Совета Безопасности и найдут способ, как это сделать. Вплоть до того, что создадут какой-то новый орган или новую ООН, напишут новый устав этой ООН и поставят Россию просто перед фактом. Ну вот мы просто с вами доразговаривали про резолюции, которые сейчас планируют принять в ООН. Украина будет их вставлять. Это одна коснется прав человека на территории Крыма, ну а другая резолюция, если не ошибаюсь, коснется милитаризации полуострова, Черного и Азовского морей. Но эти резолюции ведь носят рекомендательный лишь характер. А что толку, если они не влияют на Россию? Ну, я думаю, что они влияют на Россию, но Каким они, конечно, не изменяют ее поведение пока что. Но к сведению, Россия принимает эти голосования, и тут очень важен расклад голосов по странам. Какие государства, условно говоря, осуждают поведение России в Крыму, а какие государства не осуждают или там воздержались от голосования, или наоборот могут голосовать в поддержку, или против голосуют. Да? То есть фактически голосуя против таких резолюций, они прямо поддерживают позицию Российской Федерации. Так вот, очень важно напоминать Российской Федерации регулярно, каждый год в одно и то же время о том, какая ситуация на самом деле в мире, как их поведение в Крыму видят другие государства, как они выглядят в глазах других государств. Это очень важно на самом деле. Это не решает проблему, но это не позволяет ее забыть и закрыть на нее глаза, и не позволяет тем странам, которые вот так голосуют в поддержку этой украинской резолюции, с осуждением действий России в Крыму, это не позволяет этим государствам де-факто признавать Крым российским, там, туда направлять какие-то свои делегации официальные и так дальше. Потому что это важно. Если вот позиция государства такова, то и это сдерживающий фактор для всех граждан этого государства и прежде всего государственных деятелей. Политики оппозиционные иногда могут себе это позволять. Ну, в Германии, например, альтернатива для Германии. Но всегда Министерство иностранных дел этого государства осуждает такие визиты. Народный депутат Украины Елизавета Ясько сообщила на своей странице Facebook, что зарегистрировала 2 патриотичных законопроекта. Они коснутся депортации крымских татар, агрессии РФ, ответственности за заигрывание с оккупантом, Голодомор и Холокост. Подробнее давайте послушаем. Я пропоную парламенту законодавчо закріпити офіційну позицію української держави про недопустимість заперечення триваючої окупації Росією території України. Другий мій законопроєкт 4085 розвиває положення попереднього та пропонує криміналізувати публічне заперечення чи виправдання окупації частини території України та 3 згаданих геноцидів, якщо таке заперечення має на меті пропаганду насильства та або розпалювання міжетнічної, расової, релігійної чи іншої ворожнечі. Ли поддержаны эти законопроекты в Верховной Раде и как бы в целом их прокомментировали? Ну, в целом, если комментировать, то это, конечно же, ответ вот на те российские, не знаю, как это назвать, изменения в законодательстве и в том числе в Уголовном кодексе. Это вот, ну, похоже на зеркальный ответ с украинской стороны. Это хорошая инициатива, мне кажется. И я скажу, что Елизавета Ясько, она не просто народный депутат, она еще и председатель комитета Верховного парламента по иностранных дел. И нет, да, вы правы. Она глава делегации Украины в ПАРЕ, и поэтому может там тоже как бы эти все инициативы представлять. Ну и плюс она член фракции «Слуга народа», то есть правящей партии. Думаю, что если ее однопартийцы
и поддержат инициативу, то, конечно, такие фракции, как Европейская солидарность, там, Петра Порошенко, или «Голос», или «Батькивщина», они тоже проголосуют за 226 такие наберут. изменения. Думаю, что это очень вероятно, да. Это было бы очень как бы правильно, и это впервые, наверное, в истории Украины был бы такой зеркальный ответ на вот такие российские угрозы. Давайте к следующей не менее важной теме. Прекратив водоснабжение в оккупированный Крым через Северокрымский канал, Украина не перекрывала русло реки Днепр. Об этом заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич на своей странице Facebook. Давайте подробнее послушаем, что именно он написал. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду, канал, яка знаходиться на території України під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом. Це українська споруда, і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати. Напомню, ранее оккупационный спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вода, которая подавалась на полуостров до оккупации по Северокрымскому каналу, не принадлежит Украине. Ну а сегодня вовсе заявил, что, точнее попытался сформулировать, что якобы Крым предъявит украинской власти триллионы долларов. Давайте просто послушаем. Уважаемые господа украинцы, вернее не украинцы как народ, а власти, которые незаконным преступным способом добрались до этой. Триллионы долларов Крым вам предъявит, триллионы долларов за то, что вы сделали с нашей республикой за последние годы и что делали все 25 лет, находясь у власти. Ну что это такое? Ну, это сложно комментировать, конечно. Много глупостей в последнее время мы слышим от этих людей. Но это истерика? Это вот как бы демонстрация того, что готовности жить в параллельной реальности. Вот, где-то придуманной фантазиях, вот в своем фантазийном мире, и оправдывать свои глупости вот именно тем, что они живут в какой-то фантастической реальности. Ну да, сложно комментировать такие глупости, кроме как одним словом глупости. Да, тут даже вот Крым предъявит в каком суде? Крым нигде никем не признан никакой субъект. Он не может даже подать заявление ни в какой суд. Международный, я имею в виду. Может быть, местный суд Симферополя, но это смешно. Но на самом деле не смешная складывается ситуация с водой на территории временно оккупированного Крыма. Вы знаете, в Симферопольском, Бахчисарайском районе люди видят утром всего лишь воду 2 часа и вечером тоже 2 часа. Как вот эта вот вся ситуация, которая сегодня сложилась с водой, может повлиять на деоккупацию полуострова? Ну, я думаю, что это именно та ситуация, когда капля капает каждый день, каждую секунду одна капля, и она действует на, не просто на нервы, а и на сознание тех людей, которые руководят сейчас, управляют Крымом, и особенно тех, которые управляют Крымом из Москвы. Вот, потому что так дальше, это сигнал того, что так дальше вот Россия не может себя вести в Крыму. Так дальше просто невозможно жить без воды. И нужно будет уменьшать количество населения Крыма методом переселения обратно на территорию России. Особенно тех, кто приехал в Крым после оккупации. Я имею в виду прежде всего... Которых завезли, можно сказать. Да. Электричка привезла, грубо, прилетели, приехали и получили какие-то посты, особенно в структурах безопасности, в вооруженных силах, на флоте, в полиции, в разных ФСБ и так далее. И стали, в принципе, элитой Крыма, социальной или управляющей группой. Некоторые вот остались, как Константинов с украинских времен, и тоже вынуждены подгекивать, я бы так сказал, как мы только что слышали. Но другого выхода, как демилитаризация Крыма, другого выхода у них не будет. Но с другой стороны,
А зачем тогда России Крым, если там, если это не будет военно-морская какая-то база и, как они говорят, непотопляемый или наземный авианосец с контролем всего Черного моря и выходом там на Средиземное и так дальше. То есть если с военно-стратегической точки зрения Крым перестанет функционировать как военная база, то тогда он утратит и любое значение для Российской Федерации. Все разговоры там о каком-то священном, сакральной земле, крещении в Херсонесе Владимиром Великим, там, Древней Руси, это все сразу утратит всю почву под собой. Поэтому вынуждены будут считаться с отсутствием воды те люди, которые управляют Крымом. А если они сейчас, а если они не будут на это обращать внимание, тогда люди сами, граждане, которые живут в Крыму, они будут их заставлять думать об этом. Мгм. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Российская Федерация признает, что она оккупант, и обратится к украинским властям. Давайте послушаем Кислицу. Для того, щоб почати розмову про постачання води, вони, по-перше, повинні визнати, що вони країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант згідно гуманітарного права. Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте? І тоді будемо дивитись, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція. Евгений Ярошенко, правозащитник, аналитик, с нами сейчас на прямой связи. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Допускаете ли вы такой вариант, что Россия официально обратится с просьбой к украинским властям и признает, что она оккупант? Из-за ситуации с Уже водой. были разговоры в Кремле, по крайней мере из уст Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, о том, что Россия готова покупать у Украины воду и возобновлять поставки через Северокрымский канал. Но Россия готова платить деньги за эту воду в качестве межгосударственного соглашения. А что в случае с Россией значит межгосударственное соглашение? Это значит, что соглашение между каким-то украинским субъектом и теми субъектами, которые находятся в оккупированном Крыму. То есть получается, что территория, вода, которая поступает на де-юре украинскую территорию, но заключается с российским контрагентом. И таким образом через это соглашение будет давать возможность России говорить о том, что Украина в той или иной форме признала аннексию Крыма, если заключила соглашение с фактическими властями в Крыму. Угу. Ну а Россия может на это пойти? Все же. Ну, Россия продвигает такой вариант, что хорошо, то есть Украина заблокировала поставки воды в 2014 году, но мы готовы платить. И вот эту вот позицию пытается Россия максимально продвинуть. Когда коммерческие какие-то предпосылки не венчались успехом, поднялся нарратив о том, что Крыму угрожает гуманитарная катастрофа. В первую очередь угрожает мирным гражданам. Но, как мы понимаем, по подсчетам геологов и экологов, тех 15% запасов в Крыму, их хватает для гражданского населения. Их не хватает в первую очередь для военных баз и для того населения, которое переселилось за последние 6 лет. Ну и также не хватает для строительства новых промышленных объектов. Но если брать исключительно расходы той категории, которой апеллирует Россия, то местных запасов в Крыму вполне хватает. Поэтому Россия, апеллируя гуманитарным предпосылкам, хочет таким образом показать на международной арене, что Украина не придерживается норм международного права, что Украина нарушает права человека, ставя крымчан под вот такой вот угрозой гуманитарной катастрофы. Ну а насколько состоятельны вот эти заявления?
Ну, показательным ответом на такие заявления может быть обращение из Верховного комиссара ООН по правам человека. Мы знаем, что скандально известная депутат Наталья Поклонская обратилась с таким запросом. В ответ на это, что сказали в ООН? Что этот вопрос нужно обсуждать с Украиной, и мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая по мандату должна охватывать всю территорию Украины в международно признанных границах, то есть включая Крымский полуостров, она должна оценить, насколько серьезен масштаб того дефицита воды, о котором говорит Россия. И поэтому, и, следовательно, миссия не может это оценить, потому что она не имеет доступа к воде, прошу прощения, к территории Крыма. Россия, как государство-оккупант, не пускает ее. И мы видим, что попытка России использовать инструменты ООН по правам человека против Украины, они тут скорее при грамотной позиции Украины могут бумерангом ударить по России. Ну почему бы тогда Мишель Бачелет не приехать на материковую часть Украины, не встретиться с правозащитниками, например? У нас же на территории временно оккупированного Крыма ужасная ситуация с правами человека. Оккупационные власти нарушают ежедневно эти права. Почему бы не приехать сюда, не пообщаться с правозащитниками? Ну, дело в том, что Мишель Бачелет там как Верховный комиссар ООН по правам человека, в Украине действует через миссию, через разных делегатов, которые мониторят не только, что происходит в Херсонской области, в Донецкой или Луганской, а также по всей территории Украины, не только то, что связано с конфликтом, это и какие-то там мирные демонстрации, свобода слова и так далее. Касательно, почему не могут приехать в Крым, я думаю, что это скорее вопрос политической воли. Мы должны понимать, что эта миссия ООН, она так или иначе отражает, действует по тому мандату, по которому, во-первых, было согласие правительства Украины, во-вторых, было желание со стороны международного сообщества выделить те ресурсы, которые необходимы для мониторинга ситуации с правами человека. И мы замечаем, что международное сообщество не готово так сильно идти на обострение отношений с Россией ради того, чтобы международная миссия получила доступ на территорию Крыма. Спасибо. Хотя вот этот водный кризис, он дает основание к тому, чтобы активизировать этот вопрос. И это может касаться не только миссии ООН по правам человека, это может касаться также Международного комитета Красного Креста. Потому что оккупация — это является одной из форм международного государственного конфликта. Дякую. И, следовательно, Украины можно поднять вопрос, чтобы представители Красного Креста посещали те места, где находятся политические заключенные. Спасибо, Евгений Орошенко, правозащитник, аналитик РМСОС, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Ну, а я предлагаю перейти к следующей оккупированной территории. Это Донбасс. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие должны быть следующие шаги для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Наступними кроками на цьому шляху мають стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. По Донбассу. Что сейчас блокирует переговорный процесс? Ну, опять же, текст, озвученный президентом Украины, очень правильный, да, все хороший, верно сказано, все верно, но в реальности мы видим, что переговорный процесс заблокирован. В реальности мы видим и слышим, даже сегодня президент Зеленский, пребывая в Братиславе, в Словакии, тоже на брифинге сказал, что он не знает, когда будет следующая встреча. Давайте послушаем эту цитату. Вы видите, пожалуйста, цитату президента Владимира Зеленского на брифинге с президентом Словакии.
Україна не йде на шантаж. Це бачать усі – і Європа, і Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань тристоронньої контактної групи у Мінську. Баланс виважений і в політиці, і в засіданнях ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією, суб'єктом Мінського процесу. Він крихкий і нестабільний, але ми робимо усе, щоб цей діалог був, щоб був результат. Но, тем не менее, добавил, что не знает, когда состоится это уже был ответ на вопрос. Он сказал, что не знает, когда будет следующая встреча советников президентов, после которой должна быть встреча глав государств. Вот. Ну, это что может означать? Что даже все вот те уступки, на которые идет президент Зеленский и его офис, уступки в этих переговорах, которые очень много уже было на самом деле за год сделано, вот, они не влияют на позицию российской стороны. И российская сторона не ценит эти уступки как что-то важное. Им важны не уступки, а капитуляция. То есть они намерены дожимать украинскую сторону до конца, до признания своей капитуляции. И это то, наверное, чего не понимал сначала переговоров ни президент Зеленский, ни его переговорная команда, тот факт, что договориться с Россией, со страной-агрессором, договориться на взаимоприемлемых каких-то позициях или началах невозможно. Что с агрессором нужно не договариваться, а ему давать отпор этой агрессии. И в конце концов справедливость должна состоять в том, что агрессор должен быть наказан и за оккупацию Крыма, и за интервенцию и оккупацию части Донбасса. Вот только это дает справедливость. И только за это, такую цель нужно перед собой ставить, и над этим, за это нужно бороться. В том числе президенту и всему государству Украины. А вот попытки договориться о чем-то с агрессором на самом деле ни к чему хорошему не приведут. И, возможно, это небольшая вероятность того, что, возможно, президент Зеленский это когда-нибудь поймет. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины 7-8 созыва Леонид Ємець. Пане Леониду, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну что ж, президент Владимир Зеленский говорит, что Украина не поддастся на шантаж Российской Федерации. Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, говорит, что местные выборы на Донбассе никто проводить не собирается и так далее. А при этом представители трехсторонней контактной группы в Минске призывают Верховную Раду принять некое мудрое решение. Как объяснить эту парадоксальность? Ну, якщо ми говоримо про сьогоднішній брифінг президента Зеленського разом з президентом Латвії, то він сказав дуже конкретно. Він не знає. Не знає, коли буде засідання підготовче, він не знає, коли і чи воно буде засідання лідерів. Він не знає, по великому рахунку, очевидно, не орієнтується в тому, про що там будуть домовлятися, принаймні, хоча б якісь попередні дати, висновки, очікування, все це озвучено не було. Чесно кажучи, брифінг був достатньо невнятний, і з нього стало зрозуміло лише президент Зеленський не знає. Що дивно, тому що, в принципі, державні переговорники, вони не працюють автономно. Їх не обрали для того, щоб вони їхали і якось там домовлялися, і через рік, 2 чи 3 ми від них очікуємо якогось результату. Ні, це виразники, вони держави, і в будь-якому випадку, коли підготовчі йдуть засідання, то туди наші переговорники їдуть, мають їхати вже з певною стратегією, сформованою. Немає, мабуть, чи важливішого питання в нашій країні, ніж війна з Росією. І дуже дивно, коли президент Зеленський говорить такими формулюваннями. Тут 2 висновки напрошуються. Або він не хоче з нами ділитися якимось нашими планами, стратегіями, для того, щоб потім не виявилось так, що вони не відповідають дійсності. І що тоді взагалі абсолютно сумно, з точки зору перспективи і ефективності нашої держави. Я більше схиляюся до думки, що він дійсно не знає, тому що, очевидно, Росія не планує з нього робити людину, яка зможе досягнути миру. Власне, у них для цього є свої
вихованці, опозиційна платформа «За життя», ОПЗЖ, там, і Юрій Бойко і інші, яких вони готують до президентської кампанії. Ви бачите, рейтинги, підтримка представників руського міра достатньо висока. Рейтинг Зеленського падає, а руського міра, вони зараз на другому місці і, очевидно, будуть претендувати через демократичні інститути захопити владу в нашій країні. В той час, як опозиційні, демократичні, проукраїнські сили, вони розрізнені по декільком партіям, і на сьогодні в рейтингах вони за, принаймні, Європейська солідарність, партія, яка має найвищий рейтинг усіх проукраїнських сил, вона знаходиться хоч і близько, але за проросійською партією, і це мене наводить на думку, що, очевидно, через рік-два ми будемо мати проблему не з Зеленським і його командою, які підуть як химерний сон, а з руським міром, який рветься до влади в нашій країні. І, як на мене, це не питання теорії, це питання абсолютно визначального вибору для майбутнього нашої держави, тому що я собі дуже чітко уявляю, що в випадку, якщо навіть через демократичні процеси, але президентом наступним стане представник руського міра, дуже багато людей в цій країні з цією ситуацією не погодяться, і це розколе нашу країну. Тому доводити до такого результату ми не маємо права. Тому сьогодні я закликаю всі проукраїнські сили зараз будь-якого громадянина з проукраїнською позицією не стояти осторонь, а йти голосувати за проукраїнські партії, йти голосувати Зрозуміло. Дякую вам. на сьогодні виступила закликом про об'єднання і об'єднує навколо себе проукраїнські рухи. Йти і проявляти свою громадянську позицію. Бо я бачу, що ми вийдемо і на чергові вуличні прояви, і на мирні ходи, які ми будемо демонструвати. Дякую. Леонид Емец, народный депутат Украины, 7-8 созыва, был с нами на прямой связи. Дякую вам. Ну а вот председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время интервью телеканалу «Прямой» отметил, что пока нет возможности организовать избирательный процесс на временно оккупированных территориях. Вот что он сказал. Ми не можемо провести вибори, саме вибори. Тому що вибори – це сукупність багатьох аспектів. Це і вільний доступ, це і свобода слова, це і можливість обирати та бути обраним, можливість агітувати. І вибори – це завжди демократичний процес, а не призначення тих чи інших особистостей на обрані посади. И действительно, сейчас, в принципе, выбора уже невозможно, да, изменить постановление Верховной Рады о местных выборах, и провести их уже невозможно, имеется в виду на Донбассе. Юридически это сделать уже невозможно. Тогда зачем, как вы думаете, почему Российская Федерация настаивает на изменении вот этого постановления Верховной Рады, о чем говорил недавно Леонид Кравчук, который сказал, что именно вот это постановление сегодня является камнем преткновения и блокирует переговорные процессы в Минске? Ну вот, к сожалению, сам Леонид Кравчук и придумал эту проблему, когда предложил парламенту рассмотреть вот такое постановление. И это очень серьезный, большой, тут такой отступательный шаг, который продемонстрировала украинская делегация на этих минских переговорах, и который взял на себя озвучить первый президент Украины. Это, думаю, что самое слабое место в переговорах, которое вот показала Украина последние месяцы. А российская сторона за это ухватилась, конечно. Они теперь... Это повод, да, чтобы блокировать? Это хороший, удобный инструмент давления на внутриукраинскую ситуацию. Но такое постановление было в 2015 году. Тогда почему-то они за него не цеплялись. Естественно. Другая была повестка. Были другие причины. В 2015 году еще боевые действия активной фазе. Да, в активной фазе, особенно в феврале-марте. Вот. Тут вот такой повод, почему бы и нет. И это хороший способ заблокировать переговорный процесс в Минске, заблокировать встречи, планирование встреч тех же советников или даже президентов глав государства, который так мечтает президент Зеленский о следующей встрече с Путиным.
И вот, и зная это желание, противная сторона, российская сторона, на этом играет, на этом спекулирует. Верховная Рада не может будет вам пойти на встречи, этот шаг? пока вот вы не пойдете нам еще на те уступки. А может ли Рада пойти на эту уступку и изменить постановление Если Верховной Рады? гипотетически может, если наберется вот количество голосов, практически это будет очень сложно, но и очень опасно, поскольку такое решение внутри парламента неминуемо спровоцирует внутриукраинский конфликт. И именно из-за этого, из-за такой потенциальной возможности взорвать политическую ситуацию изнутри Украины, российская сторона дестабилизация. И об этом повторяет и не отступает от этого требования. То есть это их интерес, это то, что они хотят сделать. Зачем в этом принимает участие Леонид Кравчук, непонятно. И в принципе, зачем он был назначен вместе с Витольдом Фокиным в эту переговорную группу, тоже непонятно. И единственное объяснение это для того, чтобы прощупывать такие вот контроверсийные темы не из офиса президента, а вот устами таких отставных старших людей, отставных политиков, которые в принципе уже ничем не рискуют. Давайте перейдем к следующей теме. Беларусь. Белорусские силовики подтвердили, что задержали 364 человека 23 сентября после тайной инаугурации Александра Лукашенко. В разных населенных пунктах Беларуси было зарегистрировано 59 акций протеста с участием около 5000 человек. Как известно, вчера протестующие вступили в противостояние с ОМОНовцами на Западе. А в свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном митингующих, используя водометы, дубинки. Давайте посмотрим, что называется, без комментариев. США и Канада не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, а также Европейский Союз не признал легитимность диктатора Александра Лукашенко. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза Жозеп Борель. Вот что он сказал. ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Європейський Союз не визнає їхні фальсифіковані результати. На цій підставі так звана інавгурація 23 вересня та новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, не має будь-якої демократичної легітимності. Украина также не признала легитимность Лукашенко. Об этом после консультации заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Подробнее вот что он сказал. Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня інавгурація Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави. Юрий Ярмагаев с нами сейчас на прямой связи, правозащитник, член Московской Хельсинской группы в 1978-1980 году, директор Института по исследованию тоталитарных режимов. Витаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам видится, что происходит сегодня в Беларуси? Ну, то, что происходит в Беларуси, по-моему, всем совершенно очевидно. Может быть, вы в Украине видели аналогичные ситуации в двух революциях. Единственное, что Лукашенко, наверное, ведет себя даже еще более жестко. Но он никогда в демократию не играл, если не пытался изобразить демократию. Он всегда говорил, что он советский человек, но он, соответственно, советскими методами и действует. Но все в руках белорусского народа. Если у них хватит смелости и твердости стоять дальше, они победят. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Лукашенко следит, и они победят. Единственное, что им не надо делать традиционные ошибки или входить в заблуждение, которое присуще всем, в том числе и Украине в какой-то степени, и о чем я толдычу все время. Свободу и независимость надо добиваться своими руками, не полагаясь ни на кого другого. Вот есть
старые слушатели, ваши зрители помнят слова Интернационала, да? Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот я даже бы это переделал. Так вместо бога и царя я бы сказал, никто не даст нам избавления, ни Трамп, ни Меркель, ни Макрон. Вот я думаю, что это очень важно помнить белорусским людям. И я думаю, что их Жанна Дарк вполне смогут свергнуть Лукашенко, и они смогут победить. А кто сегодня у них выступает в роли Жанны Дарк, по-вашему? Ну, там как, и Кановская, и Колесникова, это как бы их, наверное, Жанны Дарк, которые должны вести их против Лукашенко. Ну, вы же видите, что касается России, я, честно говоря, не думаю, что Путин ведет в Белоруссию войска. Он человек осторожный. Он уже сильно прогорел с Украиной, с Грузией, и он это где-то чувствует. Хотя стопроцентно я это исключить не могу. Но что я при этом не исключаю, что Лукашенко может на этом играть, как в свое время играл Ярузельский в Польше. Хотя мы точно знаем сейчас, что в 80-м году советские не собирались вводить в Польшу войска, но Ярузельский говорил, что угроза этому есть, и на этом основании он вел свой военный режим. Он посадил за круглый стол солидарность, и что отсрочило конец коммунизма на сколько-то лет. Вот белорусам на эту ловушку поддаваться не нужно. Я могу только сказать одно. Если, что я считаю крайне маловероятно, Путин действительно ведет туда российские войска, то это будет не только конец Лукашенко, это будет конец Путина и его власти. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Это будет Афганистан Советского Союза 80-х годов. И я тогда четко сразу сказал, когда были введены войска в Афганистане, что это конец советской власти. И это даже где-то уже чувствовали, наверное, власти, потому что они не хотели после этого вводить войска в Польшу. Вот но все же, как вы считаете, может ли последовательное ненасильственное сопротивление привести к победе при таком авторитарном режиме Лукашенко? Так может, безусловно, может. Если вы помните 91 год в Москве, слава богу, у вас прошли 2 революции. Конечно, это может стоить больше крови, чем даже на Украине. Лукашенко в этом смысле, как я говорю, еще его КГБ и он сам, они как бы еще более советские люди, более жестокие. Но, безусловно, сила все равно за белорусами. У меня нет никаких сомнений, что если им хватит смелости, твердости и упорства стоять дальше, Лукашенко слетит и довольно скоро. А зачем, по-вашему, Лукашенко так скоропостижно и тайно себя инаугурировал? Кто его надоумил вообще? Зачем ему это нужно было? Он хочет как бы официально утвердить, что он законно избранный президент. А что в этом странного, я не знаю. Понимаете, это полностью соответствует его поведению, его представлению. Он будет действовать до самой последней минуты. Ну, как все они действуют. Янукович у вас также действовал как законно избранный президент, как единственный, кому должна принадлежать власть. И пока он оттуда никуда-то не исчезнет, не улетит, он, я думаю, свою линию не сменит. Но сегодня весь цивилизованный мир не признает легитимность Александра Лукашенко, хотя сегодня Лукашенко сказал, что это для него не имеет никакого значения. А как будут дальше развиваться события, по-вашему? Ну, во-первых, для него это действительно не самое главное, потому что, как вы знаете, Белоруссия среди всех, наверное, постсоветских стран была в наибольшей изоляции от внешнего мира. То есть она, в общем-то, власть Лукашенко никогда особенно не полагалась на внешнюю поддержку, особенно Запада. Если кого-то, то может быть только Россия. Так что это опять вопрос, не надо придавать, то есть очень важно. И то, что никто не признает его легитимности, в том числе в Украине, и честь и хвала украинскому правительству за это, но нельзя на это полагаться. Опять же, все в руках самого белорусского народа. Поддержка важна, но это только поддержка. Они
меня есть все основания считать. Вы знаете, как это развивается. Чем обычно больше преследований, как это было и в Украине, тем тверже и более решительным становится народ. Поэтому у меня есть все основания считать, что белорусский народ победит в этом. Ну вот у нас многие эксперты скептически относятся к протестным акциям в Беларуси, учитывая, что они сейчас фактически обезглавлены, да, лидеры оппозиции находятся в других странах, Колесникова и другие члены Координационного совета находятся в СИЗО. И вот многие говорят, что сейчас Лукашенко проведет конституционную реформу, и через некоторое время мы увидим уже де-факто создание союзного государства, ну а Лукашенко будет предоставлена какая-то должность. Как вам такой вариант? Реален? Я еще раз читаю, что Путин не рвется сам к этому. А ваши эксперты, я не знаю, они все-таки должны уже все-таки учитывать опыт двух ваших революций, которые все это показали. Кстати, ни у одной, ни у другой вашей революции никаких лидеров не было, как вы помните. Это были массовые протесты. И не было никакого даже комитета ни в оранжевой революции, ни в Евромайдане. И это им не помешало победить. Поэтому смотрите на свой собственный опыт. Он вам очень четко показывает, что такие протесты, мирные протесты. Ну, ваш Евромайдан продолжался сколько? Очень же долго. Очень долго. И у нас были, если вы помните, проливалась кровь активистов, и у нас были радикальные протесты. Естественно, я это помню. Естественно, я это все помню. И, к сожалению, в Беларуси, как мы знаем, кровь это тоже проливается. И я боюсь, что прольется, может быть, еще больше. Но, понимаете, это не как, опять же, как мы видели в Украине, сам факт того, что Янукович в какой-то момент начал стрелять или его люди пролилась кровь, не сделало его позицию никак сильнее, а наоборот вызвало большее ослабление, большую решимость людей. Да, но в итоге то он же сбежал. самое, я думаю, будет происходить и в Беларуси. Я в этом смысле оптимист, я всегда им был, и до сих пор мой оптимизм всегда оказывается верным. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Юрий Яромагаев, правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий, был с нами на прямой связи. Дякую вам. А как вы считаете, чем все это закончится в Беларуси? Насколько правильно сравнивать события в Украине 2014 года и то, что сегодня происходит в Беларуси? Ну, сравнивать всегда можно, но нужно понимать, что поддается сравнению, а что не поддается. Насколько похожа нужно ситуация? чувствовать разницу. Конечно, хоть мы и соседние, и, как считается, братские государства и народы, но тем не менее стадии развития революции этой достаточно разные. В Украине все-таки была парламентская демократия, была парламентская оппозиция, были организационные структуры, штабы, там, и были символы, лидеры этих революций. И был Ющенко на первом Майдане, и во втором это была, в принципе, тройка лидеров тоже. Ну, и самое главное, что были легальные способы как-то там заблокировать эти репрессии. В Беларуси этого всего нет. Беларусь — это последняя республика Советского Союза, которая вот сейчас выходит из состава Советского Союза на самом деле. Вот ментально, культурно, организационно. И там происходит своеобразная такая буржуазно-демократическая революция против всех этих вот постсоветской бюрократии Лукашенко. Вот малый и средний бизнес, средний класс, молодежь, это люди, которые ничего общего с Советским Союзом уже не чувствуют, они, естественно, приходят в такое системное противоречие с политико-административным устройством белорусского государства. И то, что Лукашенко вчера провел эту вот свою такую тайную самую инаугурацию, это только подчеркивает эту мысль, что он сделал это в кругу чиновников и силовиков, а народ об этом и знать не должен был бы быть.
Да? Людей об этом даже не поинформировали, что состоится эта процедура. Поэтому народ Беларуси отдельно, а вот лукашенковская, вот, не знаю, клика назвать силовиков, она отдельно. И поэтому Лукашенко вчера провозгласил себя президентом Советской Беларуси, той страны, которая уже не существует. Как теперь дальше будут развиваться события? А дальше события будут, думаю, что ближайшие недели будет продолжаться то же самое, что и сейчас. То есть будут массовые протесты продолжаться, несмотря ни на избиения, ни на репрессии, ни на задержание. Тюрем не хватает в Беларуси. То есть даже хватают людей, а потом все равно вынуждены выпускать, потому что содержать их просто негде. Потому что количество тех людей, которые протестуют, носит критически важное значение. Репрессивная система просто с этим не справляется. Возможно, будет радикализация этого протеста, мы уже наблюдаем. Переход в силовые стычки, и тогда силовики, так называемые, на самом деле репрессивные органы Лукашенко, они будут бояться применять насилие к гражданам Беларуси, потому что могут получить сдачи. И вот тогда состоится вот такая патовая ситуация, зайдет еще глубже в пат. И Лукашенко, ну вот сейчас я скажу контроверсионный, рискованный прогноз, но тем не менее, сам Лукашенко изначально поставил себе очень высокую планку. Он сказал так буквально фразу, которая транслировалась по всему миру, что отстранить его от власти, возможно, для того, чтобы отстранить его от власти, его нужно просто убить. И это вот та высокая планка, которую он сам себе поставил, да, что он не уйдет никогда, вот, только вперед ногами с трона. Ну, наверное, это пророчество в ближайшее время, в ближайшие, не знаю, недели, месяцы, может получить для себя возможность какой-то реализации. И... Ну, часть экспертов тоже об этом говорит, учитывая, что запасы новичка, по всей видимости, у Российской Федерации все еще есть. Возвращаясь к Российской Федерации, вы спрашивали, почему именно сейчас он провел инаугурацию, хотя мог это делать по крайней мере, до 5 ноября, как некоторые там белорусские юристы, спекулируя на законодательстве, говорят, что это последняя дата могла бы быть. Его избрали на тот срок. До 5 ноября он вступил в предыдущий срок, 5 лет бы закончилось. Он мог бы еще, фигурально говоря, предыдущий срок мотать еще, да, до 5 ноября. Но тем не менее он пошел на это. Почему? Потому что перед этим состоялась встреча с Путиным в Сочи. Скорее всего, Путин ему выставил какой-то дедлайн, что если ты до какой-то даты, месяц-два, думаю, что не больше, не возьмешь ситуацию в Беларуси под контроль, то тогда Россия будет действовать по-другому. Ну, например, продвигать других своих марионеток. И, скорее всего, такая лихорадка, давайте быстро, тайно проведем инаугурацию, это реализация, выполнение того условия Путина, которое он поставил перед Лукашенко. Действия США создают риски для реализации проекта «Северный поток-2» и ставят под удар инвестиции в проект ряда стран Европы. Об этом заявила официальный представитель Министерства Российской Федерации Мария Захарова, учитывая, что недавно Соединенные Штаты, а именно Майк Помпео, заявил, что создают коалицию по предотвращению строительства «Северного потока». Давайте Захарову послушаем. Якщо Сполучені Штати Америки, одна з найбільших світових держав, з цілого ряду напрямків веде підривну роботу щодо реалізації цього проєкту, це ризик або не ризик. Це, мені здається, вже ризик, який говорить про те, що Вашингтон, політичні сили Сполучених Штатів не шкодують ні коштів, ні сил, ні грошей на те, щоб зробити все від них залежне для недопущення реалізації цього проєкту. Россию, как вы думаете, накажут из-за отравления Навального «Северным потоком»? Я думаю, что Россию наказывают уже. Возможно, недостаточные меры при этом применяют, но по «Северному потоку» противодействие шло системно и давно, и не только Украины и Польши, но и, как мы теперь видим, и Соединенных Штатов. А вот ситуация с отравлением Навального дала шанс присоединиться к этой коалиции даже Германии, самому главному выгодополучателю от возможной реализации этого проекта. Ну и я хочу напомнить, что
Навальный это как бы последняя капля. Вот мы говорили о Крыме, да, вода капает, капает, капля за каплей. Вот все накапливается, потом какая-то маленькая капля капает, и все, весы перевешивают. Вот, наверное, и ситуация с этим новичком может, с отравлением Навального новичком может сыграть эту роль последней капли, поскольку это дает шанс европейским политикам, и Меркель, и Макрону, и другим, в принципе, прийти в себя, возвратиться в реальность и задуматься над тем, что недостаточные меры наказания России как страны-агрессора они использовали раньше. Какова вероятность, что Северный поток превратится в индустриальную руину? Буквально 30 секунд. Ну, Северный поток-1 уже работает, к сожалению, а вот второй, он, наверное, будет заморожен, законсервирован и якобы до лучших времен, но возможно, эти лучшие времена для России как экспортера газа уже и не настанут. Дуже дякую вам. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, був гостем нашей студии. Ну а я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее в этой студии мы продолжим обсуждать все те новости, которые волнуют сегодня Украину, оккупированный Крым и волнуют мир. Оставайтесь крымско-татарским.